Между тем, мультипликаторы на вопрос, что появилось раньше, кино или анимация, дают однозначный ответ. Конечно, анимация. Именно так «Да кино» называется новый выставочный проект, который завтра откроется в Казанском Кремле. Ну а о выставке узнаем у организатора проекта Максима Васильева. Доброе утро. Доброе утро. Ну, значит, анимация появилась раньше, чем кино. Да, конечно, намного. То есть кино появилось с момента, когда изобрели пленку, когда научились проецировать изображения. А вот мультипликация появилась благодаря вот таким приборам. Не нужно никакой пленки, нужно только какие-то технические вот такие устройства, последовательные кадры, чтобы просматривать мультфильмы. А как это вообще, это специальное оборудование, как вот это вот просматривать можно? Вот этот барабан раскручивается, здесь нужно посмотреть сквозь щели, да, и здесь мы видим, как бежит лошадка. Самая первая игрушка, которая привела к созданию анимации, это вот тауматроп. Две стороны картинки при быстром вращении объединяются воедино. Действительно. А я знаю, что еще в блокнотике рисуют вот так вот. Да, конечно. Тоже типа того, да? Да, уже после изобретения вот этих двух игрушек уже додумались до того, что можно и в блокноте кадры рисовать. Вот мы сейчас, может быть, зрителям сможем показать. Лучше всего вот с помощью этого образца. Значит, я пока не буду говорить, что здесь будет происходить, но, наверное, вы поймете, вы увидите. Здорово. Лев. Ну, примерно. Лев скачет на ком? Правильно. На лошадке. На лошадке. В общем, цирк. Все, хорошо. Здорово. Слушайте, это же можно программу «Что, где, когда» сейчас начать. Ладно, Максим, я слышал легенду, ну, или это научное исследование какое-то, что анимация, в общем-то, появилась еще в каменном веке, когда настенные рисунки. А потом передвигали их. Нет, зачем? Не их передвигали. Человек шел вдоль стены и понимал сюжет какой-то, исходя из этих картинок. Ну, не совсем. На самом деле, вот этот процесс создания анимации был очень-очень длительным. Там и на античных вазах рисовали какие-то последовательные сюжеты, но это было больше похоже на комиксы. То есть именно был и теневой театр, что похоже на мультфильм в некотором роде, но обычно создание мультипликации считается именно вот этот процесс последовательных кадров, когда вот этот стробоскопический эффект, так же как мелькание пленки, например, когда мы видим именно настоящую иллюзию движения вот из этих последовательных кадров. Но возвращаясь к выставке, что еще можно будет там увидеть? Вот все вот это, те приборы, которые вы сейчас видите на столе, это не единственные приборы, там это, естественно, современные реплики. Там будут настоящие эти приборы 19 века, и они все в витринах, и кроме того будут приборы, которые можно потрогать. Это в большом формате, можно будет такой же вот зоотроп, вот этот прибор можно будет раскрутить, самостоятельно посмотреть в щели, увидеть мультфильм. И все остальные приборы тоже в увеличенном формате, всего около 15 приборов у нас, которые можно двигать, трогать, смотреть. Но ведь выставка интерактивная будет? Да, вот конечно. В чем ее интерактивность? Вот именно в том, что можно ходить по выставке и изучать эти приборы самостоятельно, видеть все мультики самостоятельно. А будут люди, которые будут помогать, говорить: вот это не нужно крутить, а вот это можно? Все, до чего можно прикоснуться, будет в доступности, да? Да, его можно будет потрогать. А как собиралась вообще выставка, если мы говорим про образцы очень древние, очень старые? Я собираю коллекцию последние 5 лет. Это и интернет-барахолки, и просто уличные какие-то воскресные ярмарки. Когда езжу в Европу, оттуда привожу игрушки. Вот непосредственно при подготовке выставки я съездил в Париж к известному коллекционеру, чтобы купить у него 20 экспонатов. Вот специально для этой выставки. То есть ресурсы есть? Я имею в виду, что откуда брать? То есть у людей есть это, у кого-то хранится это? Да, конечно. Ну, в России этого очень и очень мало, этого очень много в США и в Европе. Ну, хорошо. Давайте так, мы попробуем сейчас заинтриговать тех, кто придет завтра. Для того, чтобы как можно больше людей пришло. А какой экспонат нужно будет посмотреть обязательно? Что там вот самое-самое ценное, дорогое, интересное? Самое ценное, вот этот экспонат называется проксиноскоп, и он есть у нас оригинальный, 1877 года. Его изобрел отец мультипликации Эмиль Рейно. То есть вот этот процесс, когда момент, когда люди избавились от щелей, которые мелькают перед глазами, и придумали ставить зеркала, да, в которых мы видим прямым зрением этот мультфильм, это вот
считается моментом изобретения мультипликации. И вот этот экспонат будет увидеть интереснее всего. Выставка начинается завтра. Сколько времени она продлится? Она продлится до 2 июня. То есть у нас Ну есть... что ж, мы будем надеяться, да, что это будет интересно как взрослым, так и, конечно же, детям. Разумеется, Знать, откуда разумеется. все началось. Итак, выставка «До кино». Спасибо за интересный рассказ.